Бренто Янгович, здравствуйте, очень рада вас снова видеть у нас в штабе татар. Салям. Салям. Да. Халлярыгыз нишек. Бикайбат. Бикайбат. Вот, видите? Бренто Янгович тюрковед, востоковед, писатель, поэт, сопредседатель Союза писателей Российской Федерации и председатель Союза писателей Республики Алтай. К 9 классу у меня определилось уже гуманитарное направление, проявился творческий дар. Сейчас я удивляюсь, когда мои школьные ученические стихи читают серьезные люди, говорят, будем читать. Недавно мне звонят, говорят, будем читать. Я говорю, это было в 16 лет, я тогда только обретал собственный голос. Понятно. А вы уже тогда печатались или начали печататься позднее? Да, в школе. У вас школьное издание какое-то было? Нет, я в нашей областной газете отправлял. У нас тогда не было печатных изданий, там даже не разрешали на уровне районов сельских. А вы учились в Москве потом, да, высшее образование получили? Я в 16 лет, до 16 лет, с 3 лет до 16 жил в деревне, в горном селении, окруженном со всех сторон горами. Ого. А после 8 класса я спустился с гор по нашему знаменитому Чуйскому тракту, поехал учиться в нашу столицу, в Горно-Алтайск, в областную национальную среднюю школу, где закончил 11 классов, 9, 10, 11. С профессией уже тогда определились? Ну, примерно, да, уже определялся. Я уже тогда сотрудничал и с газетой, и с радио, с нашими алтайскими. И после этого я, пройдя творческий конкурс, поступил в литературный институт имени Горького. Писательский институт наш на Тверском бульваре 25. Да. 5 лет там учился. Да, легендарный институт. Да, легендарный. С кем учились? Кто были ваши однокурсники? Там много было однокурсников, а со мной вместе на одном семинаре, в семинаре поэзии, в нашем, помимо учебного, так сказать, курса, еще по жанрам мы делились. Кто-то там в отделении прозы, кто-то в драматургии, кто-то в поэзии. Я в отделение поэзии попал к Льву Ивановичу Ашанину, знаменитому поэту-песеннику. И там оказался парень из Татарстана, с Казани, знаменитый Разиль Исмагилович Валеев. Вот мы с ним 5 лет жили вместе. И вот и у него тоже были интересные особенности. Я до этого уже не знал татар. Я вообще, кроме русских, еще не разбирался в национальностях. Ясно. Мы и русские. Потом смотрю, вроде какой-то там похожий на русского, но почему-то отдельно. И вы подружились, да? Подружились, конечно, и по сей день мы дружим. И дружите сейчас? Да. Часто бываете в Казани? Не так часто, как хотелось бы. Хотелось бы, да, бывать почаще. Вот. И он у нас бывал, и татарстанские делегации бывали в нашей республике. Так что сейчас связь развивается. Летом даже есть рейсы теперь, авиарейсы. Ну, отлично. С этим коронавирусом немножко так. Ну, все на самом деле разрушилось. Да. Скажите, пожалуйста, в Республике Алтай какие сейчас проблемы, которыми вы занимаетесь? То есть я знаю, что, наверное, сейчас в любой национальной республике есть очень важные вопросы, острые какие-то задачи, которые стоят именно перед коренным населением, касающиеся языка родного, литературы, культуры. Как в Республике Алтай дела обстоят? Ну, поскольку мы часть одной большой страны, живем все вместе в одном государстве, поэтому и проблемы одни и те же, только масштабы разные. Что в Татарстане, что в Вологде, что в Бурятии, что на Кавказе, это одни и те же проблемы. Многие национальные проблемы на самом деле это социальные проблемы. Они связаны с социальными вопросами. А сугубо национальные вопросы, вот для чего наша республика существует? Чтобы развивать свою литературу, искусство, не только сохранять, а поднимать свою культуру, нашу цивилизацию. Мы представители уникальной цивилизации, наши народы, тюрко-татарские. Вот.